Башкортостане, как и по всей стране, продолжается всероссийская перепись населения. Она стартовала 15 октября и завершится 14 ноября. Самое важное обсудим прямо сейчас в программе «Интервью» в эфире главного телеканала Республики. Сегодня с нами Фаил Фатхетдинов, заместитель председателя Совета региональной национальной культурной автономии Татар-Башкортостана. Фаил Камилович, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что вы пришли к нам на интервью по всероссийской переписи населения. Насколько это важное событие, на ваш взгляд? Действительно, это важное событие. Везде, во всем мире, в государствах, разных государствах, в том числе и в России, раз в 10 лет проводится перепись населения. Раз на таком уровне проводится это мероприятие, значит мероприятие государственной важности. Вот представим, мы сообщаем переписчику свой возраст, социально-бытовые условия свои, еще образование и национальность. Значит, все это потом анализируется, и после этого принимается стратегическая программа развития нашей страны. Значит, мы конкретно сами, лично участвуем в развитии своей страны, получается. И эти программы принимаются по разным направлениям. По направлениям экономики, по здравоохранению, по социальному направлению, по образованию, по здравоохранению. Значит, мы заботимся еще и о судьбе будущего поколения. Так, как вы сказали, я сегодня представляю автономию Татар-Республики. Как вы знаете, татары являются одним из многочисленных этнических групп в Башкортостане, которые живут в согласии, в дружбе многонациональной башкортостанской семьи. Татары тоже вносят огромный вклад в благополучное существование этой семьи. Они живут испокон веков здесь. Значит, участие татар нашей республики в переписи населения – это у них и гражданский, и моральный долг перед предками. Еще есть особенность одна. Участие в переписи населения различных этнических групп и татар, и башкир, и удмуртов создает прочную основу существования России как федеративного государства. Вот как раз по национальности мой следующий вопрос. Мы знаем, что более 30 вопросов включает вот эта анкета всероссийской переписи населения, в том числе язык, национальность. Да? На основании этого будут затем приняты решения, либо где-то строительство школ на национальном языке, либо какие-то проекты будут приниматься. Да? Но пока этих результатов нет. Сегодня вот автономия Татар-Башкортостана, как вы считаете, вообще оцениваете вот межконфессиональное согласие в республике, во-первых, и во-вторых, есть ли какие-то предложения у автономии Татар-Башкортостана, которые можно также обсудить? Вы знаете, татары, как я уже сказал, они в единой многонациональной семье дружно живут в Башкортостане. Но у нас таких-то особых рекомендаций нет. Значит, национальность у каждого человека, он знает только он сам, человек. Остается переписчиком один на один. Как сердце, как душа подскажет, так и запишет. Инициативы по развитию народности. По развитию народности, значит, автономия татар всегда работает, всегда и все мероприятия направлены на дружбу, на согласие между народами. Вот недавно у нас прошел конкурс Тукай, Мустай и Пушкин. И у нас проходит, вот в декабре будет мероприятие «Два соловья». Это значит конкурс баянистов и вокалистов в честь наших знаменитых певцов Фарида Кудашева и Бахти Гайсина. Значит, мы всегда работаем, чтобы наши народы жили вместе, дружно, одной семьей. Что еще нужно сделать для того, чтобы язык жил? Язык жил, в первую очередь, в семье надо воспитывать дух родного языка. Если родители говорят в семье на татарском или на башкирском или на удмуртском языке, дети будут разговаривать на татарском языке, например, на башкирском, на удмуртском. Вот у нас семья. Мы в семье, наши дети росли в Уфе.
среда почти русская, но мы в семье-то разговариваем на татарском языке, и наши дети прекрасно понимают, прекрасно общаются на татарском языке. Зависит от семьи. Фаил Камилович, приняли ли вы сами участие в переписи, заполнили ли вы анкету? Конечно, 15 октября я уже принял участие через госуслуги. Угу. Вы работаете в Кызылтане, это наше... Да, это общественно-политическая газета издание нашей республики Кызылтан. Как освещаете тему переписи? Так, освещаем мы переписи в каждом номере о переписи. Значит, у нас по разным направлениям, это значит информационное направление. Информационное направление это что? Это значит, мы даем информацию, как проходит это мероприятие в республике, конкретно в районах. У нас в районах имеются САПКОРы, работают, и САПКОРы, они тесно сотрудничают с переписчиками, и на каждый номер нашей газеты они отправляют свежую информацию. Это второе направление, это агитационное направление. Для чего надо участвовать в переписи населения? Вот, кстати, как бы вы ответили тем, кто еще не принял участие в переписи и задумывается об этом? Они должны участвовать. Мы, участвуя в переписи населения, мы заботимся о будущем и страны, и о будущем нашем поколении. Потому что у всех у нас есть дети, внуки есть. Чтобы они в перспективе имели образование, получили профессию, чтобы они достойную зарплату получали, имели рабочие места, вот как раз надо участвовать в переписи населения. Потому что, как я сказал, все это анализируется, потом же составляется программа развития страны. А, значит, участие каждого из нас, это для нас это надо, для каждого из нас. Надо участвовать в переписи населения. Какую работу по информационному плану проводили по линии автономии татар Башкортостана? Да, призывали ли вы татар Башкортостана участвовать в переписи? Ну, конечно, у нас было совещание, потому что у нас в 39 районах имеются наши представители. У нас общение через чат WhatsApp имеется. Мы всегда призываем участвовать во всех государственных мероприятиях. Это мероприятие тоже не осталось в стороне. По результатам прошлой переписи, которая проводилась 10 лет назад, получилось ли... оцените этот результат, что получилось? А результата мы пока не знаем. Прошлой переписи, 10-летней давности. Ну, 10-летней давности, и сейчас же нет данных, как я могу сказать. По итогам переписи 2010 года, когда уже были приняты в том числе и программа мат-капитала, да, сертификат, когда государство выдает семьям, где родился второй ребенок, деньги. Насколько... Насчет семей. У нас есть хорошее мероприятие, мы ежегодно проводим. Это семейный очаг называется программа. Мы в Бураевском районе провели. И многодетных семей там наградили, конкурсы среди них были. И такое же мероприятие было и в других районах. Мы всегда, эти многодетные татарские семьи, на этих мероприятиях участвуют. И мы среди победителей всегда агитационную работу. И среди молодежи ведем агитационную работу, чтобы была хорошая демографическая ситуация среди татар Башкортостана, чтобы они имели много детей. Какие еще проекты есть в автономии татар Башкортостана? В автономии татар Башкортостана имеются какие программы? Значит, у нас в перспективе, у нас есть в Буздякском районе мы проводим Белешфест. Эта программа уже федерального масштаба. Получаем грант из федерального бюджета. И будет и на следующий год это мероприятие будет. У нас есть «Играй гармонь» в городе Октябрьском. Тоже на федеральный грант мы это провели. Также у нас есть среди учащихся автономия участвует в организации мероприятий этих школьных олимпиад, школьных диктантов на татарском языке. И у нас со студентами тоже плотно работаем, педагогического университета и Башкирского государственного университета. Спасибо вам большое, Фаил Камилович, за ваше мнение по поводу всероссийской переписи населения и за такую активную работу. Спасибо вам.
за приглашение. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики был Фаил Фатхетдинов, заместитель председателя Совета региональной национально-культурной автономии Татар-Башкортостана. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.